распространенное боевое мастерство – это карате. В современных русскоговорящих странах людей, занимающихся карате, называют каратистами. Но если верить словарю, это некорректно, представляете? Правильно говорить каратеки. Сейчас мы узнаем великое множество спортивных терминов. Гора новостей в школе высшего спортивного мастерства. Она принимает спортсменов из Уфимского дворца детского творчества имени Комарова. Молодым и амбициозным каратистам нужен вот такой зал, побольше, чтобы показать, на что они способны. Как попасть на такие соревнования? Подходишь к тренеру и просишь, чтобы записал на соревнования, и выбираешь направление ката, кумите и какие-нибудь другие направления. Как прошел сегодняшний бой? Я билась 3 раза, и во втором бою я повредила, кажется, ногу, и мне придется ехать в рампункт, а так было вообще страшно и неожиданно, но я заняла 3-е место. Все ребята занимаются карате Фудокан. Это традиционный вид единоборства. Его изобрели относительно недавно, в 80-х годах прошлого века. Ведь карате Фудокан вобрал в себя все самое лучшее из других стилей. Как ты сегодня выступил? Я не занимался около месяца, поэтому сегодня очень хорошо, но занял 1-е и 3-е место. А что значит 1-е и 3-е место? У нас в федерации категория не одна, допустим, ката, кабудо, кумите, нучок кумите и так далее, ну вы не поймете, наши термины. На этих соревнованиях ребята могут не только получить вот эти награды, но и повысить свой дан и стать обладателем нового пояса. Кстати, само слово «карате» переводится как «пустой карман». Так и есть. Бойцы не используют никакого оружия, и, насколько я поняла, в кимоно вообще нет места для карманов. Ребята рассчитывают на свою силу и ловкость. В современном карате присуждаются пояса различных цветов. В зависимости от стиля и направления их градация может существенно различаться. Интересно, кто из этих ребят станет счастливым обладателем победы и нового статуса? Дарья Мельникова, Рабазан Мусин, специально для Горы новостей.